Добрый день, тут Ганна Соў з Прагі і на відэасувязі з Менску. Ольга Гарбунова была і кіраўніца прытулку для ахвяраў хатняга гвалту Радзіслава, стваральніца сацыяльнай кавярні для былых ахвяраў гвалту Норм і актыўная удзельніца жаночых маршаў і мірных пратэстаў. Добрый день, Ольга. Здравствуйте. Днямі спаўняецца 18 гадоў Радзіславе, вялікі тэрмін. Як бы вы сказалі, які галоўны вынік гэтых непростых, але, я б сказала, вельмі выніковых дзён, вельмі выніковых гадоў? Мне кажется, самое главное, и я пытаюсь об этом говорить постоянно в последнее время, что для меня самое главное это то, что убежище работает до сих пор, что убежище не закрыло свои двери, никогда у нас были сложности в прошлом, провокации против нашей организации, куча жалоб, заявлений на деятельность нашей организации. Но и этот очень тяжелый год, когда вся планета столкнулась с последствиями пандемии, когда люди уходили на самоизоляцию, когда офисы закрывались, магазины закрывались, но убежище понимало, что приостановить свою деятельность просто не может, и в этом году ни после начала пандемии, ни после выборов и тяжелых времен, которые наступили в стране после них, убежище работает до сих пор, принимает все так же круглосуточно женщин, пострадавших от насилия, и мне кажется, это самый главный результат, что страхов много, переживаний много, но при этом есть вот эта ответственность и сила идти дальше, несмотря на то, что, иногда кажется, что там надежды уже никакой, веры никакой, правовой дефолт в стране, и непонятно вообще, что делать с этим отсутствующим правосудием, ведь на самом деле это происходит не только в отношении, например, политически мотивированных задержанных, но и в отношении любых других людей, которые просят и рассчитывают на защиту со стороны милиции, Следственного комитета. Я сама лично пыталась несколько недель дозвониться на круглосуточный телефон дежурной части Центрального РОВД, и там постоянно автоответчик говорил, что этот телефон временно заблокирован. И я понимаю, что есть очень много людей, которые рассчитывают на защиту и помощь, но на данный момент ее получить еще тяжелее, чем полгода назад. Ольга, вы шмат гадоў кантактавалі з міліцыяй у справах хатняга гвалту. Вельмі часта вы знаходзілі падтрымку з боку міліцыі. Я памятаю, вы пра гэта расказвалі, так? Цяпер падчас жаночых маршаў, падчас мірных пратэстаў па нядзелях вы таксама сама аказваліся за кратамі, ці вашы сяброўкі, вашы паблічніцы аказваліся за кратамі. І вы бачылі, што закон не працуе. Вось гэты ўзровень гвалту, які вы бачыце цяпер, ён такі заўсёды быў? Мне сложно сказать, потому что, да, все последние очень много лет мы работали в сотрудничестве с правоохранительными органами, и как раз-таки представители Министерства внутренних дел выступали нашими единомышленниками и пробовали лоббировать специализированный закон о предотвращении домашнего насилия у нас в стране. К сожалению, события последних месяцев показывают нам такую картинку, что, к сожалению, это, похоже, одни и те же люди. Я не могу сказать, что где-то... Ты самые милициянты, якія оказывали допомогу у выпадку хатняга гвалту, так изолировали, садили на 3 суток гвалтовника, далее не ведали, что с ним робить, теперь на улицах, у балаклавах сбивают людей. Я не узнала ни одних глаз в прорези балаклавы, да, я не могу сказать, что, я помню вас, и мы работали вместе на семинарах или на лекциях, но, например, когда последний раз меня задержали и отвезли в Жодино ждать суда там, в тюрьме, получается, что долгое время мы провели в актовом зале Фрунзенского РОВД. Последний раз, когда я там была, я вела там семинар для участковых инспекторов милиции. И когда мы там сидели и ждали, я так понимаю, машины, которая перевозила нас в Жодино, очень многие милиционеры пытались с нами провести, такую воспитательную, как они говорили, беседу, и они пытались рассказать, что на самом деле
они ожидают уважения от нас, потому что та работа, которую они выполняют, очень важная, что они участковые инспектора милиции. Я сидела, слушала, некоторые из них даже называли районы, ну, улицы обслуживания, да, на которых они участковыми работают, и я понимала, что да, это и есть участковые инспектора милиции. Да, возможно, это не люди, которые бегают за мирными протестующими по улицах с дубинками или слезоточивым газом, но это те люди, которые участвуют в этом во всем, находясь в РОВД, составляя протоколы, отправляя людей, даже если у них есть несовершеннолетние дети, ожидать суда на сутки. Ну, то есть это все одна система, и это все одни и те же люди. Это на самом деле огромное сожаление сейчас понимать это. Ну, калі не прынялі закона про ухіленне хатняго гвалту, ішлі размовы, это сямейныя справы, маштабы насамрэч не такія вялікія. Ну, цяпер, мне падаецца, мала ў каго ёсць сумневы, што маштабы гвалту, у тым ліку і хатняга гвалту ў краіне сапраўды вялікія. Як вы мяркуеце, вот гэтыя людзі ў аліўкавай форме, у чорнай форме, мы не ведаем іх імёнаў, мы не бачым там пагонаў іх, яны патэнцыйна хатнія гвалтаўнікі, ці, можа, яны прыходзяць дома, і яны такія добрыя мужи, батьки, сыны, браты? На самом деле у меня есть два таких предположения, связанных с этой ситуацией. Я тоже об этом постоянно думаю, когда вижу это все на улицах Минска. И, с одной стороны, мне кажется, что да, это одни и те же люди, потому что если у тебя нету вот этого барьера внутреннего, морального, да, этического, и ты можешь на пустом месте, по сути, да, прикрываясь не совсем справедливым законом, связанным с вот административной статьей 2334, брать дубинку и избивать человека, который безоружен, который лежит со связанными руками на земле, либо избивать ногами, то, мне кажется, для таких людей нет барьеров. То есть вот есть эта разрешающая установка на избиение, и тогда какая разница, кого ты избиваешь, мирного протестующего на улице или жену дома? Наверное, подпитывает еще это предположение моя лента, где периодически возникают истории женщин, которые рассказывали о своей судьбе. Когда-то они были замужем за сотрудниками силовых структур. И, к сожалению, да, это такой повтор, паттерн насильственного поведения, который происходит не только на улице, но и происходил в семье. Но есть такое второе мое предположение. Знаете, очень редко, когда о домашнем агрессоре знают его окружение, на работе, где-то в кругу друзей, в кругу родственников. Очень часто мы слышим истории от пострадавших о том, что он меня дома очень жестоко избивает, но при этом он является душой компании, он незаменимый сотрудник на работе и так далее и тому подобное. Я думаю, что тут может работать обратная ситуация. Он теперь применяет насилие на улице, но при этом в своих, ну, каких-то вот таких семейных отношениях, да, там, в близких отношениях с людьми, с друзьями, это может быть как раз-таки вот такой белый и пушистый человек, который, может быть, даже и возмущается тем насилием, которое сейчас происходит со стороны милиции на улице. Поэтому, не знаю, хочется, наверное, до последнего верить, что нет, не все они себя так ведут. Нет, есть люди, которые остаются людьми даже в такой ситуации. Хотя, конечно, когда видишь все это вживую, да даже если по видео или по фотографиям, ну, это очень травмирует. То беззаконие, которое сейчас происходит в стране. Ольга, як змяніліся вы за апошнія 3-4 месяцы? Я, наколькі ведаю, мы з вами сустракаліся, бралі інтэрв'ю, вы вельмі добра разбіраецеся ў сваёй справе, якую вы робіце, вы спрабуеце развіваць яе ў кірунку дапамогі жанчынам, якія выйшлі з гэтага стану. Для вас вельмі важна інклюзіўнасць, так, для вас вельмі важна правы меншасці, але палітычна актыўны, мне падаецца, ну, на мітынгі вы не хадзілі. Як вы сталі, вот, ну, цяпер не то, што тварам пратэстаў, але я сачу за жаночымі маршамі, я заўсёды бачу вашу фота, я бачу, як людзі вас падтрымліваюць, я бачу ваше стаўленне, вот, ваша рэакцыя, калі вас затрымалі, якая была ў Фейсбуку, просто, ну, вот, вся моя стужка только про гэта пісала. Як вы змяніліся? Ну, интересный такой момент. Я не думаю, что мое участие очень изменилось, скорее изменились обстоятельства.
Самый первый марш, в котором я принимала участие, был в 98 году. Я еще училась в школе, и мы с моими подругами ходили на первый Чернобыльский шлях. Вот, и долгое время после этого, скорее, мое участие, наверное, ну, в силу разных причин было не таким заметным. Ну, например, долгое время я выходила с колонны анархистов, и мой флаг был черный, а не бело-красно-белый. И это такая ситуация, когда очень сложно, ну, вот такой, какая ты есть, когда ты женщина, когда ты ЛГБТ-персона, когда ты работаешь в убежище для женщин, пострадавших от насилия, очень сложно найти какую-то уместность, какое-то место в протестах, да, и, ну, тогда проще не выходить. Ну, иногда вот у меня были и такие, ну, выборы в пользу неучастия. Я хочу сказать, что одна из первых публичных акций, которую делала Радислава, это было почти 10 лет назад, был велопробег. Я тогда тоже была лицом этого велопробега, как и все остальные участники, потому что нас было 13. Поэтому, ну, мне сложно сказать, что я не была политически активна. Мне кажется, работа в убежище каждый день – это политика. Но понятное дело, что то, что происходит в стране сейчас, я не знаю, кого это может оставить равнодушным и безучастным, потому что тот уровень насилия, который случился в стране, я не знаю, как можно мимо этого пройти. Да, меня раньше очень беспокоило насилие, от которого не защититься в семье, насилие, от которого не защититься на улице, но когда это насилие со стороны государства, мне, с одной стороны, удивительно, что, ну, мы действительно до этого лета многие не знали, кто мы есть и что за люди вокруг нас, а с другой стороны, неудивительно, потому что, ну, вот такой зашкаливающий уровень, когда с каждой неделей мы проваливаемся все глубже, и все это обсуждение по поводу того, что дно не достигнуто, и каждый раз мы опускаемся все ниже. У меня просто огромная боль, связанная с тем вообще, сколько лет нам теперь это все восстанавливать, и докуда мы еще провалимся в этом во всем. Поэтому, наверное, да, ну, то, как случилось сейчас, это просто стечение обстоятельств, когда ты видишь, что ты не одна, и что вас там не 20 человек, а вас просто десятки тысяч, сотни тысяч выходящих на улицы, тогда, ну, это очень большое воодушевление, это очень большая вера, что, ну, любые твои действия, даже если это обернется штрафом, арестом или, ну, еще там чем-нибудь, это будет того стоить, что, ну, вас теперь много, мы вместе, и вот это точно уже не отменить. То, как было, уже точно не будет, и это дает действительно большую веру, что перемены будут, и что совсем скоро все политические заключенные выйдут на свободу. Калі казаць пра дно, это все ж пра дзеянні ўлады, безумоўна, а калі казаць пра людзей, то столькі пазітыўных рэчаў вот беларусы самі ў сабе адкрылі. І ў тым ліку, як я бачу, можа яшчэ не 100%, але вельмі важна, што на акцыях пратэсту людзей з вясёлкавым сцягам, ЛГБТ людзей успрымаюць не як меншасць, а як тыя, мы все разам. Мы все разам супраць адной бяды. Раней гэтага не было, і спробы ЛГБТ-актывістаў удзельнічаць у апазіцыйных акцыях, звычайна, вельмі крытыкаваліся прадстаўнікамі апазіцыі. Што змянілася ў гэтым пляне? Я не знаю, мне кажется, наступила просто какая-то критическая точка. К сожалению, не критическая масса, да, мы видим по количеству ЛГБТК-колонны, ну, это не очень много людей, которые не опасаются выйти под радужным флагом. И, безусловно, не только позитивные реакции, но и негативные отзывы мы собрали о себе и офлайн, и онлайн. Но важно, наверное, да, для нас очень важно было выйти именно сейчас, потому что дожидаться какого-то определенного момента, когда-нибудь потом, когда наступят перемены, что кто-то опять вдруг вспомнит про нас и будет нас слушать, если прямо сейчас этого не происходит. Наверное, уже просто не хватило никакого терпения ждать этот момент, и квир-колонна организовалась очень натурально, стихийно, после первого женского марша, где мы все вышли в феминистской колонне, и мы поняли, что нам не хватает этого голоса, мы поняли, что
Ну, потом это был бы такой разговор, а где вы были, когда мы тут режим свергали, да, и как будто ты прячешься, как будто ты, да, это небезопасно, и мы видим по последней информации, Так, что так. происходило с ЛГБТ-людьми на ИВСах и в тюрьме в Жодино, и сколько гомофобии, трансфобии вообще возникло в отношении участниц, и сколько было угроз, но при этом, ну, на мой взгляд, это очень важно, чтобы в марше без опасения за свое здоровье и жизнь выходили очень разные люди с очень разными идентичностями, очень разных профессий, очень разного возраста. Вот сегодня, например, выходят на улицу бабушки и дедушки вечером, и я очень надеюсь, что этот марш пройдет спокойно и безопасно для всех участниц и участников. Мне кажется, пришло то время увидеть и самим людям, которые выходят на протесты, что мы все очень разные. И у нас, да, сейчас одинаковые требования, связанные там с честными выборами, связанными с прекращением насилия, с свободой всем политзаключенным. Но при этом важно понимать, что мы все очень разные, у нас потребности в этом обществе тоже разные, исходя из тех актуальных проблем, которые есть в отношении уязвимых групп. Поэтому я горжусь, что я сама вышла, и горжусь всеми коллежанками и коллегами, которые тоже осмеливаются выходить, в том числе под радужными флагами. Мы не однородная масса, мы не можем заявлять о каких-то универсальных условиях, потребностях, правах, потому что все у нас со своим опытом, зачастую травматичным опытом, и это нельзя игнорировать. Вы говорили про тое, што выходзілі калісьці з анархісцкім чорным флагам, а не бел-чырвона-белым. Што значыць для вас бел-чырвона-белы сцяг цяпер? Што значыў, што змянілася стаўленне ці не? У нас, ну вот в ленте как раз-таки у меня, где много людей, которые выходили по черным флагам, последние несколько месяцев это просто такое постоянное обсуждение, но вот сколько лет мы, ну, не принимали бело-червоно-белый стяг, и я никогда с ним не выходила раньше, но теперь я понимаю, что для меня этот флаг стал не только олицетворением, ну, вот этой огромной солидарности и вот этого протеста, который сейчас происходит, но это стало символом против полицейской диктатуры, полицейского государства. Я, наверное, спокойно относилась к красно-зеленому. Практически все международные семинары, тренинги, конференции, в которых я принимала участие, проходили под этим флагом. Ну и где-то даже, не было такого чувства гордости за флаг, но было чувство гордости за то, что, ну вот, Беларусь принимает участие в таких важных мероприятиях и поднимает такие серьезные вопросы. Но на данный момент, мне кажется, он абсолютно дискредитировал, реабилитация невозможна, а бело-червоно-белый, он теперь стал символом свободы, символом перемен и символом против насилия. Поэтому я теперь вообще без зазрения совести. У меня он в гараже висит, ну и ждет следующих маршей, и радужный флаг, и бело-красно-белый. У гэтай выбарчай кампаніі яна была вельмі нечаканая, вельмі непрагназаваная. З'явілася вельмі шмат людзей, пра якіх мы не ведалі, ці ведалі не так шмат. Хто з удзельнікаў, з актыўных удзельнікаў гэтай кампаніі найбольш табе блізкі? Вообще, наверное, стоит сразу сказать, что президентская республика не для меня. Мне не нужен вообще ни президент, ни президентка. Голосовала я, конечно же, за Тихановскую, наблюдая за всеми этими событиями. И, на мой взгляд, то, что сделал Объединенный штаб и эти три прекрасные женщины, это вообще лучшее, это самое уместное, это самое сильное, что можно было сделать в сложившейся ситуации, когда просто столько должностных преступлений было совершено против остальных кандидатов в президенты. Наверное, это очень сильные ролевые модели, ну, как по мне, ну, например, для моей дочери, да, я вот так вот смотрю, она теперь в ТикТоке снимает видео с протестами, со Светланой Тихановской, с Марией Колесниковой, то есть вот у нее уже, ну, ей 13 лет, и она понимает, кто тут сила вообще, и, ну, я понимаю, что для меня, например, ну, поступок Колесниковой на границе, это что-то за гранью. Я не могла вообще понять, представить. Я пыталась представить визуально, но вот просто, чтобы прочувствовать этот момент,
И это, конечно, то, что сделало вообще, как и у любой белоруски, у меня сегодня вот то падение, то взлет. И это был заряд очень на огромное количество недель. Ну, то есть, когда я поняла, что, ого, а так, оказывается, тоже можно было, это, безусловно, вдохновляет, и уже не так страшно и присесть где-то на сутки, и получить очередной штраф. Ну, то есть это действительно то, что поддерживает и дает силу для меня, как для мирной протестующей. Было ўпершыню у гэтыя 3 месяца сесть на сутки, так, атрымаць штраф, што яшчэ? На самом деле, я не знаю, я восхищаюсь людьми, которые продолжают ходить на работу, потому что у меня лично сил вообще сосредоточиться и заняться всерьез какими-то проектами, либо выехать на смену, потому что я сейчас водительница такси, очень сложно. Вот, но да, хочется сказать, что я не знаю, как пройдет мой следующий день. Я не знаю, на чей суд мне придется ехать, потому что моих подруг регулярно сейчас задерживают на женских маршах, либо на воскресных маршах. Я не знаю, чем закончится мой выход на улицу, да, и, ну, как кто будет разбираться с моей дочкой. Ну, хотя план безопасности продуман, как бы тут роли распределены. Но штрафы мои копятся, я их пока не оплачиваю и обжалую все. Ну вот последнее из того, что произошло, это то, что я 2 суток отсидела в Жодино, и суд постановил штраф, и я понимаю, что, ну вот, многие мои подруги говорят, что они ожидали чего-то очень-очень страшного, а в принципе, как в очень дисциплинированном пионерском лагере. Ну вот у меня была обратная история, я очень не ожидала того, что произойдет со мной там, и вообще, что будет происходить там с людьми. И, ну, как бы это действительно очень, очень разочаровало меня в этой системе. Я вхожу в состав комиссии Мингорисполкома по общественному наблюдению, в том числе за условиями содержания в тюрьмах, в колониях, и я понимаю, что вот, ну, не хватало мне этой информации, чтобы понять, что вся система, она просто прогнила, и что такого отношения, ну, я не знаю, даже к уголовно осужденным людям не должно быть такого отношения, какое оно было в отношении нас. Поэтому все, что произошло, я бы с удовольствием отменила и забыла. Но, честно говоря, спасибо им за этот опыт, потому что, ну, злости в том числе стало больше, и уже и страха не так много, потому что, ну, кажется уже, ну вот, да, спасибо, разъяснили, что происходит с людьми в этой системе. Вольга, на ты мы будем. Да. Ты сказала, што ты працуеш цяпер кіроўцам таксі. Я так разумею, што сацыяльна-культурная прастора норм, якая, вот, ну, пра якую мы падрабязна гаварылі, якую вельмі многія чакалі, у сувязі з пандэміяй, ну, не тое, што не атрымалася, яна спынілася канчаткова, і ты вымушаная проста, ну, каб зарабляць на жыццё, была пайсці працаваць таксі. Не вярнуцца ў Радзіславу, а менавіта так? Да, это был мой выбор, и, к сожалению, нам действительно пришлось закрыть кафе, отказаться от помещения и подать на ликвидацию нашего ООО. Я абсолютно уверена, что это не навсегда, и тот отклик, который мы получили на нашу идею, нас просто убедил в том, что нам нужно продолжать. К сожалению, ну, как бы поговорив с нашими менторами, поговорив с экспертками, которые уже имеют такой бизнес в Минске, мы приняли решение приостановиться, потому что, и это мы еще не знали, что начнется в стране в августе. Поэтому на данный момент мы не жалеем о том, что мы приняли такое решение, но мы сразу же откроем наше кафе, как только наступит новая свободная Беларусь. І маё апошняе пытанне: хто для цябе героі беларускай рэвалюцыі? Нина Богинская. Я ждала этот вопрос. Мне кажется, что вот кто из нас должна увидеть эти перемены, это она, потому что столько лет я иногда смотрю материалы какие-то про нее или фотки рассматриваю и понимаю, что, блин, ну столько лет, столько сил, времени,
столько страха, столько флагов вообще ей пришлось пошить. Ну, то есть это вот, ну, мне напоминает нашу борьбу с убежищем, когда столько лет ты просто каждый день понимаешь, что твоя работа навсегда, и вряд ли ты дождешься времен, когда убежище будет не востребовано. И вот мне кажется, что да, она героиня нашего времени, она обязательно увидит, как все начнет меняться, и как преступники ответят за преступления. Все, кто не по закону сидит в тюрьмах, выйдут на волю. И я думаю, что не просто улицу, надо какую-то площадь назвать в ее честь. Просто есть некоторые из нас, ну вот, например, как я, да, которые только-только вышли за это бороться, а есть вот те, чья борьба была не так заметна в силу разных причин, потому что в 1988 году не было телеграм-каналов или еще по каким-то причинам, но это действительно героиня нашего времени. Ну, для меня так точно. Вольга, ну, у тебя такі вялікі досвед у працы з ахвярамі хатняга гвалту, у працы з тымі, хто выйшаў з гэтага стану. Ну, я спадзяюся, што такі вялікі досвед будзе запатрабаваны ў Беларусі і так у новай Беларусі. Дзякуй вялікі за размову. Гэта была Вольга Гарбунова, удзельніца мірных пратэстаў, была і кіраўніца прытулку для ахвяраў хатняга гвалту Радзіслава. Днямі Радзіславе споўнілася 18 гадоў. Ну, і якраз на развітанне, як можна дапамагчы Радзіславе? Помочь Радиславе можно разными способами, начиная от того, что вы можете просто информировать своих подруг, сестер, мам, дочерей о том, что такое убежище есть, и в него безопасно обращаться, в него можно обратиться в том числе и анонимно, и что это действительно эффективная помощь. Ну а если есть ресурсы, и вы можете поддержать материальную организацию, то на платформе «Имена» есть сбор для убежища, вы можете это сделать онлайн через эту платформу, либо через любой банк перевести на расчетный счет организации любую комфортную для вас сумму. И с огромной благодарностью каждая копейка будет потрачена на реализацию помощи, прямой помощи для пострадавших. Дзякуй вялікі. Гэта была Вольга Гарбунова, якую многія ўдзельніцы суполкі ў Фейсбуку «Толькі жанчыны» таксама лічаць героем беларускай рэвалюцыі. Дзякуй, усяго найлепшага.